В Башкирии 12 часов 3 минуты. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость – юрист Виталий Буркин. Добрый день, Виталий. Добрый день. Пишите комментарии и вопросы в чате трансляции. Позже расшифровки этой беседы будут доступны на сайте «Аспекты медиа», в телеграм-канале «Аспекты». Не могу не начать этот выпуск с тех событий, которые происходят последнюю неделю в Башкортостане. Мы видели события во время оглашения приговора Фаиля Алсынову в Баймаке. Я напомню, что Алсынов внесен в реестр террористов и экстремистов. Так или иначе, событие не рядовое, и уже последовали комментарии властей о том, что эти протесты инспирированы из Западом или вообще, по-моему, какой-то разведкой даже, то ли украинской, то ли польской, то ли еще какой-то. Так или иначе, Алсынов получил 4 года за разжигание ненависти по 282 статье. Есть ли шансы, что в будущем в апелляции, в кассации можно будет добиться какого-то, может быть, снижения этого срока или наоборот? Что практика говорит? Практика говорит, ничего хорошего не говорит. А как вообще здесь с составом-то преступления? Мы помним, что в основе лежало письмо господина Хабирова на имя прокурора республики господина Пантюшина, где он привел перевод с башкирского на русский язык выступления господина Алсынова на одном из митингов против золотодобычи в Зауралье. И там якобы вот это словосочетание «карахалы», то есть переводится как «черный человек», черный рабочий, может быть, или как простой люд, оно посчиталось, по всей видимости, как такое приничижительное. Я обвинение не читал, но из публикации знаю примерно, что там в обвинении написано. Но меня совершенно не убедило обвинение, это деликатно говоря, потому как, насколько я понял, там речь вообще стояла о там экономической, социальной составляющей, да? То есть речь была о том, что они уедут, а мы, башкиры, останемся с истощенными этими всеми карьерами, да? Приисками, в общем. Да, приисками. То есть я здесь не усматриваю состава вот этой 282 статьи. Все-таки тут за другие действия предусматривается ответственность. И меня удивило, что, вот насколько мне известно, следствие взяло за основу тот перевод, который был приложен к заявлению, да? Да. Но здесь, во-первых, конечно, перевод должен был быть экспертным путем, потом здесь лингвисты должны были работать серьезные, да, выражения. Но, насколько я понимаю, это действительно простой человек. Карахалы, да, простой человек. Простой человек. А тут какую-то ему какую там этническую, да, окраску придали. В общем-то, ничего удивительного. Но при таком спорном преступлении, при таком спорном обвинении, конечно, 4 года выглядит совсем дико, реального лишения свободы. Так или иначе, дело сейчас начнет свое путешествие в вышестоящие инстанции. Если перенести это дело в другой регион, есть ли какие-то шансы? Ведь вы так и поступали, насколько я понимаю, по вашим делам. Я думаю, это не имеет никакого значения сейчас. Никакого значения. То есть дело носит политическую окраску? Хоть политическую окраску, хоть экономическую окраску. У судов есть четко выстроенная вертикаль. Да, в каких-то, может быть, совсем редких случаях это повлияет, но я не думаю, что вот в более-менее серьезных делах это влияет. Даже вот, казалось бы, прокуратуре в другом субъекте, который поддерживает обвинение, должно быть без разницы, да, там на показатели соседнего какого-то субъекта, а нет. Между ними есть взаимодействие, приказ там генеральной прокуратуры, который говорит: друг за друга бейтесь. Корпоративная солидарность? Да. Я не знаю, я бы так цивилизованно не называл это какой-то там солидарностью. Солидарность все-таки включает в себя немножко какие-то благопристойные, да, такие цели. А когда
приказом дается, выдвигается требование обязательно поддерживать любые обвинения, вне зависимости, из какого субъекта дело пришло. Ну, примерно так же, наверное, обстоит и в судах, я думаю. Ну, потому что у них одно руководство, одни правила игры, стандарты, которые спускаются. Негласные правила. Там ведь свод не только законов, но и негласных правил, которые применяются вообще в деятельности их. Поэтому я не думаю, что в другом субъекте сделаем что-то хорошее случится. Но я думаю, что здесь я бы на месте защиты именно оспаривал, вроде они как это и планируют делать, да, вообще состав преступления. И этот перевод корявый. Выступление. Ну, мы только что видели с вами другой пример. Это дело Лилии Чанышевой, которая тоже, напомню, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Там немножко другая статья, там, насколько я помню, экстремизм. Но так или иначе, там ведь апелляция кассации не принесла ничего хорошего. И наоборот, Генеральная прокуратура добивалась еще и ужесточения. Можно ли провести параллели между этими двумя делами? Есть что-то схожее? Ну, не думаю. Совсем разные дела. Здесь все-таки региональный уровень. Хотя, может быть, если бы... Ну, не думаю, что здесь изменение субъекта, изменение территориальной подсудности решит проблему. Тут ведь еще и основания нужны для изменения территориальной подсудности. Ну, Да. оснований вагон. Мы же видим, что можно всегда сказать, что местные власти ангажированы. Тем более нам господин Хабиров вчера на оперативке просто доказывал рьяно, что он борется с экстремистами. Судебная власть независимая. На бумаге. Бумага стерпит все. Она независимая. Поэтому вот это и напишут в ответ. На ваш взгляд, зачем нужно было господина Алсынова отсылать в СИЗО в соседний регион? Вот этого не знаю. Магнитогорск. В Магнитогорск? Не знаю, может, так удобнее. Там вот про это ничего не могу сказать. А вообще такое распространено, чтобы как бы человека из суда пересылали в СИЗО соседнего региона? Первый раз слышу вообще. Впервые слышу, и только вот сейчас от вас услышу. У нас вчера здесь был экоактивист Денис Громов, который сам недавно отсидел 7,5 лет по обвинению в вымогательстве у руководства БСК взятки. И он заметил, что оглашение суда Алчинова нельзя было делать закрытым, а оно было закрытым. Оно должно было быть открытым по Уголовно-процессуальному кодексу. И если суд не мог всех желающих впустить, то он должен был сделать либо его выездным, какой-нибудь там дворец культуры, допустим, да, либо чтобы оглашение происходило в том числе через динамики уличные. Действительно, оглашение суда должно быть открытым? Оно закрытое было вообще? Да. А на основании чего закрытым судебный процесс? Я вот не вдавался, почему закрыли, но процесс шел, и оглашение было закрытым. Почему, кстати, люди стояли на улице? Ну, просто логика подсказывает, да? Если вы судите человека за разжигание межнациональной розни, то надо бы процесс-то открытым сделать, да? С какой целью-то вообще уголовное преследование, да? В том числе превентивные цели, да, не допускать в дальнейшем. Ну вот, все извращено. Ну, это и выступило триггером, по всей видимости. Ну, может быть, да. Сейчас, в данный момент, силовики ездят по селам Баймакского района и собирают участников того схода перед зданием суда. И уже мы вчера видели, что 4 человек до февраля, даже до марта, по-моему, отправили в изолятор. Мы будем видеть дальнейшую, на ваш взгляд, эскалацию? Ну, что ваша практика говорит по этому поводу? Или вообще, что общесудебная практика говорит, что действительно будут эскалировать, собирать всех, кто был, искать, кто там был? Ну, наверное. Или постараться на какая тормозах? судебная практика у нас? Что каждый день такие события происходят? Ну, мы помним волнение в Москве, может быть, если... С такой практикой особо и не знаком, и мне по таким статьям-то и почти не приходилось работать, ну, вот, может быть, раза 2 всего за свою деятельность. Но чтобы вот именно по массовым беспорядкам не сталкивался. Но я считаю, что здесь будет... Ну, тут опять же, я думаю, кулуарное расследование будут, на ковре будут принимать решения, как всегда, каким количеством фигурантов ограничиться. Они могут привлечь 5, могут 50 привлечь.
что бы они ни сделали, все будет признано высшими инстанциями законно и оправдано. Обращает на себя внимание то, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Башкирии нет массовых беспорядков, а вот этим людям, наоборот, шьют массовые беспорядки. Ну, а Песков разве что сотрудник правоохранительной системы? Его, наверное... Ну, обычно к таким месседжам как бы прислушиваются, мне кажется, казалось. Тем более, как бы, пресс-секретарь президента. Может, он хотел сказать, что нет массовых беспорядков, а есть состав другого преступления, более тяжкого. Его ж поди пойми еще. Ну, Да. ну Что да. он там Но он говорит? еще сказал, что это не федеральная повестка, а Мгм. внутрирегиональная, как бы локальная. Но так или иначе мы видим, что этим четверым уже действительно предъявили обвинения в массовых беспорядках. Ну, я слышал об этом, да. А, кстати, что грозит по этой статье? Ну, там какие-то очень безбожно суровые сроки. По-моему, до 15. Да, что-то там такое. Мгм. Мы в эти дни пережили блэкаут связи. Связи не было, можно сказать. Не работали некоторые мессенджеры. Почти 3 или 4 суток, да. И люди испытали некий дискомфорт, особенно пожилые люди, которые не смогли поставить VPN. Вот я читаю, что очень много жалоб на то, что кто-то пострадал, действительно пострадал. Школьные чаты зависли все, проблемы там были в школах. Кто-то не мог связаться со своими родителями пожилыми, которые только, кстати, пользуются WhatsApp. Что-то можно в гражданском правом порядке вот за это предъявить, не знаю, как бы... Это случайно совпало с событиями, да, в Баймаке? И в Уфе, да. А как-то прокомментировали вообще? Нет, никто не комментирует. Ну, это же какие-то были умышленные действия, значит, да, выходят по снижению трафика, да? Ну да. Да, кому иск? Ну, можно попробовать, кто-нибудь предъявил иск, кому иск предъявлять, на каком основании? Ну, Куфанет, что ли? Ну, ведь там не только Уфанет. Власти Башкирии уже заявили, что ограничение работы мессенджеров в регионе вне компетенции республиканских властей. А как бы вот я так понимаю, что Минцифры Республики, у нас нет такой Минцифры. Да, хотя Минцифры Республики ответила, что да, что как бы это не компетенция республиканских властей. То есть я так понимаю, что это либо Роскомнадзор, федеральный орган, да, либо еще кто-то. Ну, ведь кто-то же нажал на рубильник, значит, кому-то можно и за ущерб. Ну да, но действительно здесь республика права, то есть не в ее компетенции это. Формально. Да. Мгм. Да и, наверное, и неформально. Наверное, у них никто и не спрашивал этого. Да. Давайте дальше пойдем по повестке. Госдума в ускоренном порядке рассматривает законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Это действительно что-то уже новое. Но мы знаем, что прекрасно, что такие вещи могут рассматриваться за один день. Мы видели буквально недавно некоторые законы, которые принимались буквально за полчаса. Какие-то советы на будущее вы можете, советы какие-то дать, как можно, не знаю, спасти свое имущество? Сейчас ведь можно получить эту статью буквально на ровном месте, буквально за любое слово. Ну, а там уже какие советы дашь? Никакие советы не дашь, если примут этот закон. Понятно, он будет... Это абсолютно будет неконституционный закон. Это же в УК РСФСР была норма о конфискации. Она распространялась на все случаи, даже если преступления не носили имущественного, не имущественные характеры никак не связаны, например, с размером получаемых взяток там, и так далее. В УК России от этого избавились, конфискацию отменили. То есть, что такое конфискация? Конфискация – это изъятие в доход государства. Угу. Есть гражданский иск, то есть это, понятно, обоснованный институт, то есть в случаях, когда ущерб причиняется преступлением, взыскивается в пользу потерпевшего. Да, конфискация обоснована, когда
по делам о коррупции, о взяточничестве конфискуются предметы взятки, да, и имущество, нажитое преступным путем. Это тоже верно. Но по политическим статьям в УК РСФСР существовали конфискации. От этого отказались, потому что это все неконституционно. Все должно быть соразмерно и соответствовать целям уголовного преследования. А теперь, получается, возвращаются. Но это абсолютно репрессивная мера. Ну а почему только по таким статьям? Почему по 286-м, 285-м по злоупотреблениям должностных лиц, да, на тоже тогда Обращайте конфискацию? внимание, что арестовывать, конфисковать имущество могут, ну, если его примут, конечно, у тех, кто не является фигурантом уголовного дела. Вот так. То есть не фигурант уголовного дела. Ну, вот получил статус, допустим, распространителя фейков, да. Меня как бы вот такой вопрос. Ведь, Еще хуже, да? то есть ведь таким образом можно избавляться от конкурентов или рейдерские захваты проводить, грубо говоря. Ну, так в теории. Дали человеку, допустим, статус распространителя фейков об армии, и все, и можно какое-нибудь предприятие забрать, грубо говоря. Без проблем. Также и на агентам, да? Ну, Уже можно так начинать за деньги признавать по-моему, был человека. один какой-то кейс, когда вдова какого-то олигарха, по-моему, получила иноагентство. Да-да-да. Что-то слышал я про это. То есть тут уже вообще никакой правовой неопределенностью совершенно это все не отдает. То есть, а в каком это производстве? Не в уголовном? То есть не только в уголовном, да? Ну, вносятся Конфискация поправки будет? в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Мгм. Вот. Ну, то есть у нас как бы Не, ну возвращается эта но норма. это значит в уголовном судопроизводстве. Ну, Возвращаются все нормы, которые ушли из правоприменения в результате принятия Уголовного кодекса России. Да? У нас до 96 года действовал УК РСФСР. Там вот эти все были репрессивные меры. Их не стало, и вот постепенно, по сути, вернулись. И вернулись не только к ним, кстати, вернулись ко многим другим пережиткам, в том числе УПК РСФСР, да, к таким архаизмам, например, как теперь у нас уголовное дело. У нас ведь раньше суд в Советском Союзе в случае недоказанности вины направлял дело обратно, до следующего. да, на дополнительное расследование. Одной из идей у УПК России было упразднить такой институт, ну, потому что суд у нас не является органом уголовного преследования. Но, по сути, мы опять сейчас к этому и вернулись. То есть УПК исправляли, рихтовали и, в конце концов, по сути, пришли к УПК РСФСР. Вот. Только в УПК РСФСР, что, кстати, было лучше, там меру пресечения в виде заключения под стражу избирал прокурор, то есть единственное одно лицо, которое отвечало за это потом, за свое решение. А теперь мера пресечения избирается судом, суд не отвечает за обоснованность предъявленного обвинения, суд только определяет, есть ли основания считать, что лицо может скрыться. Ну, естественно, всегда эти основания можно найти. И вот поэтому сейчас ответственность размыта и стала даже хуже, чем было. Но я добавлю, что в результате изъятия имущества теперь могут за около 30 видов преступления. Они перечислены в статье 280.4 Уголовного кодекса, которая запрещает призывы к деятельности, направленные против безопасности государства. Ну, в итоге, в частности, это диверсия, контрабанда, разглашение гостайны, участие в деятельности нежелательной организации, неисполнение приказа, дезертирство, ну, такие вот. А почему в коррупционные преступления за коррупционные не предусмотрено? Вот написано еще, кстати, получение и дача взятки. Угу. То есть получается, что и за взяточничество. Ну, как бы... ну, в общем, мы как бы понимаем, что это возврат просто к советской действительности, да? Поэтому совет какой? Ну, в случае уголовного дела, если есть имущество, а как ты спасешься? Никак. Переписать? Да, ну, уж имущество они найдут. Ну, переписывать тогда надо до того, когда ты... Угу. Далее, у нас Госдума, точнее не Госдума, это уже было решение Верховного суда, выяснилось подробности этого законопроекта об ЛГБТ как об организации
которая существовала, оказывается, с 1984 года в Советском Союзе. Она признана экстремистской террористкой. Оказывается, у нас криминализуется использование феминитивов. А феминитивы — это тоже часть как бы инструмента движения ЛГБТ. Как это тоже можно прокомментировать? Я так, в общем-то, почитал судебный акт, но меня как бы не это привлекло внимание. В общем-то, абсолютно, опять же, неопределенно с правовой точки зрения решения. То есть этого, я так понимаю, этого юридического лица и не существует, правильно? И оно не существует, но по версии, видимо, как бы существует с 1984 года в виде какой-то такой тайной Это мне организации. непонятно, как будет исполняться этот судебный акт, как идентифицировать будут некую общность, группу, как ЛГБТ. Я вот этого не понимаю. Вот у нас вот, допустим, следователь по особо важным делам, уволенный, да, Стас Михайлов, предлагал свидетелю по уголовному делу секс втроем с его супругой. Их можно вообще к ЛГБТ немножко причислить? Можно причислить. Ну, кстати, вот почему-то оправдало действие такого следователя государство в лице прокуратуры, Следственного комитета. Дело не возбудили, хотя свидетель по уголовному делу обратилась с заявлением и потребовала государства возбудить дело, потому что такими девиантными вот способами следователь приставал к ней, отправлял фотографии половых органов там, и так далее. Это тоже ЛГБТ? Но он же не использовал феминитивы. Ну, не знаю, надо переписку смотреть. Он же не говорил спортсменка, красавица, комсомолка. Да, то есть я понимаю, так в этой ситуации. Если из нелояльных люди обладают признаками какими-то, да, то это ЛГБТ. Если кто-то облечен во власть, да, то это уже не ЛГБТ. То есть мне вот это очень тяжело вот вообще вот понять, да, вот логику вот этого всего. Ну, если вам как профессиональному юристу тяжело. Да, а там были разборы этого судебного акта, то есть непонятно, то есть там с феминитивами это полбеды. Я думаю, феминитивы это внесли, может, для того, чтобы внимание, что ли, отвлечь. Но это, да, действительно, это абсурд, да, то есть нельзя теперь спортсменка, комсомолка, гимнастка говорит, да, журналистка, да. То есть уже, как там были в советское время, да, памятки, да, как иностранного агента можно, да, по поведению, по лексикону, да, вычислять, и здесь тоже, да, так будет. А вы употребляете в своем лексиконе юристка, допустим? Я нет. Нет? Ну, просто говорите я вот не говорю адвокатка или адвокатесса, я говорю адвокат. Адвокатесса, вот уже. Да, я потому что к ЛГБТ вообще никакого отношения не имею. Да. Давайте вот мы, да, здесь. Так, все равно нас возвращают к первой теме, поступают вопросы. Объясните, пожалуйста, почему Фаиля засудили за слова якобы о национальной розни, а Хабиров говорит, что суд за экстремизм. Это же противоречит друг другу. Ну, вот такой вот комментарий. Ну, Хабиров, наверное, материалы дела-то не читал. Так доложили ему, наверное, да? Угу. Тут, на самом деле, не к словам надо придираться, а к сути вообще, да, вот к сути вот этого обвинения. Имеется в виду, не к словам Хабирова надо придираться, а к существу вообще обвинения. Где там возбуждение-то? Где? То есть я вполне здесь понимаю недовольство местного населения. Я следил за тем и слежу за тем, что там происходит Золотодобычей? Да, с золотодобычей. То есть бедное население, бедные районы, да. Ну, посмотрите, что Белорецк, да, какой депрессивный превратился там. Ну, Баймак. Угу. И я не вижу здесь ненависти. Также спрашивают, решение Баймакского суда спущено сверху? Ну, как бы мы уже, по-моему, сказали. Ну, есть что сказать? Ну, я вообще исключаю практически вероятность того, что суды
особенно по уголовным делам, по любым уголовным делам, принимают решения самостоятельно. Особенно по 282, да? Особенно, да. Я знаю точно, что если собираются оправдывать, за редким исключением, все-таки есть еще судьи независимые, там чуть ли не рапортами надо докладывать, там о том, что мы в тупике тут, там и так далее. И также спрашивают, а зачем судья отложил оглашение? Действительно, там был перенос оглашения. Ну, этого я не знаю. Ну, по всей видимости, может, Ну, может думали, быть, там же люди собрались, что толпа да, рассосалась. через 2 дня, наверное, подумали, что будет спокойней. Ага, спокойно как раз и не было. Да, давайте пойдем дальше. Ну, так или иначе, нас будут возвращать к этой теме. Может быть, мы даже будем еще комментировать. Непонятная история происходит с теплосетями в городе Кумертау. Вроде как бы это было муниципальное имущество. Ранее было муниципальное имущество. Даже есть оценка примерно 180 миллионов рублей. И каким-то образом она оказалась в частных руках. Наши коллеги сейчас выясняют детали этой истории. Может быть, вам что-то известно? Ну, как мне не может быть известно, если это, в общем-то, это обнаружил не я, то есть это... Но благодаря моей деятельности один сознательный гражданин, это Андрей Потылицын, обнаружил эту схему. Дело в том, что в мою организацию обратились люди, господа из ТЭЦ Кумертауской. В связи с... Да, мы еще... Да. Это связанные вещи, да, получается? Да, это связанные абсолютно вещи. В связи с определенным давлением там со стороны правоохранителей, но вроде как отбились. И у них тарифы низкие были, там и вообще плохо дела обстояло. Но тут, кстати, надо сказать спасибо республике. Ну, я без всякого лукавства подняли тарифы, там, по-моему, на 30%. Ну, знаете, людям-то простым от этого не лучше. Нет, это никакого значения не имеет, там все субсидируется. А там определенное противостояние у ТЭЦ было с определенными господами. Андрей Потылицын заинтересовался этой темой и выяснил такую вещь. Потом я уже в нее погрузился. Это просто вообще какая-то лютая, какая-то вопиющая, пока не скажу, преступная схема, пока скажу расхлябанность, по крайней мере, муниципалитета, ну и, я думаю, республиканских властей, которые заключались вот в чем. Был объект теплосети в собственности администрации Кумертау, там порядка 200 миллионов рублей, там, не знаю, какая там балансовая стоимость или какая, но 200 миллионов рублей. И этот актив передали в виде уставного капитала в созданную коммерческую структуру, учредителем которого не явилась администрация города Кумертау. А кто был? Физические лица, обычные, лица. да. Передали, причем передали без договора о передаче, не в рамках там какой-то приватизации, да, там и так далее, а просто передали, и причем без подписи главы города или заместителя главы города, то есть уполномоченного. А давно это было? Это было в 2014 году. 10 лет назад. Да, это было в 2014 году. Передача была, то есть, основана на вообще абсолютно ничтожной сделке, но если собственник не дает согласия. То есть, если продавец квартиры не ставит подпись в договоре, а за него ставит какое-то другое лицо, да, даже называется другим лицом, то есть не собственник. А кто расписался в передаче? Там одно из подразделений городских. Тоже там относится к жизнедеятельности. Ну, хоть одна подпись реального человека там есть? Есть. Вот. И зарегистрировать этот объект, он уже объект недвижимости, эти теплосети, надо где? В Росреестре. Еще Рекпалата назывался, или Росреестр. Но Росреестр-то не проведет сделку, когда видит, что сделка в ненадлежащей форме совершена, собственником является лицо, и это лицо сделку не подписывает. Тогда эта коммерческая структура обращается в арбитражный суд республики с просьбой узаконить право собственности
установить, зарегистрировать право собственности вот за этим юрлицом, там КТС, по-моему, называется, Кумертауские теплосети, если не ошибаюсь. Арбитражный суд культурно посылает их, выносит решение абсолютно законное, это в 2014 году, говоря о том, что эта сделка ничтожная, если собственник ее не совершает, не заключил, идите в Росреестр. Почему вы в суд-то пришли? Понятно, почему пришли в суд. Пытались вот такими вот полузаконными методами, абсолютно незаконными, через суд узаконить право собственности. Это вообще не компетенция арбитражного суда. Вообще вот. Это у нас устанавливается право собственности на объекты там, и на события, которые до принятия всех наших вот этих федеральных законов о регистрации сделок там были события, то тогда через суд это можно устанавливать. А те, которые в период действия нашего законодательства, их нельзя. Так вот. Как они 10 лет-то владеют тогда сетями? Ну вот послушайте. Государство ничего не получает, имеется в виду город, муниципалитет. Не государство, муниципалитет ничего не получает, это просто безвозмездная была передача. Арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о признании права собственности. Бенефициарии схемы не успокаиваются, через там, несколько месяцев опять идут в арбитражный суд, и уже другой суд, другой судья, этот же суд, точнее арбитражный суд республики, но другой судья, вопреки уже вступившему в законную силу предыдущему, вопреки вообще закону, здравому смыслу и вообще всему, признает право собственности за вот этим юрлицом. Самое интересное, администрация города ни в первом процессе, ни во втором не возражает. То есть они-то должны прийти и сказать: извините, нашей подписи нет, мы эту сделку не подписывали, вообще ее не заключали, не исполняли, город ничего не получил, это наш актив. Они не возражают, и вот таким образом в 2015 году вот эта схема была реализована. И самое здесь поразительное, что при всем том количестве надзорных органов, которые у нас имеются, да, как в региональной власти, так и органы федеральной власти, да, и прокуратура, и кого же там только нет, да, контрольно-счетные палаты, там ревизионные органы в самой администрации, никто за 10 лет на эту схему внимания не обратил, а именно на то, что муниципалитет просто утерял имущество на 200 миллионов, просто безвозмездно. И потом, как дальше выясняется, за эти годы вот это юрлицо получило там, по-моему, от муниципалитета и от республики субсидии на 900 миллионов рублей. Хотя по той нормативке, которая регламентирует выдачу субсидии полагались, положены были только теплосетям, которые в собственности муниципалитетов. Скажите, на данный момент, в 2024 году, в каком состоянии предприятие? Это кто у него собственники? Те же, которые были 10 лет назад? Я вот не помню там сейчас по фамилиям, да, то есть мне это абсолютно неинтересно, то есть это не какая-то там, тут никакие личности меня не интересуют, меня интересует просто вот эта возможность реализации такой достаточно простой и глупой, но эффективной схемы, и оставшейся без внимания вообще правоохранительной системы, а ведь тут, извините, ставить-то вопрос надо в том числе и в отношении судьи арбитражного суда. Это вообще как такое стало возможным? Ладно. И вроде бы как прокуратура там Кумертау что-то начала проводить какую-то проверку, и вот пока не знаю. Сроки-то упущены. Какие сроки? Никакие сроки не упущены. А какие там сроки упущены? А там сроков нет, да, получается? Но возбудить дело, им сшить преступное сообщество, и все. Какие там? И у нас там, по-моему, 15 лет, если не ошибаюсь, срок давности. Причем ведь можно это посчитать и продолжающимся преступлением, там, оконченным, там, допустим, продолжаемым, оконченным, например, там, в году 17-м, там, вот так вот. Поэтому здесь... И опять же, здесь меня поразило даже не сам и беспокоит не то, что там будет дело возбуждено или не будет, а меня поразил факт того, что, в общем-то, при всех декларациях о том, что у нас коррупции нет, есть какие-то проявления отдельные, да,
Вот этот факт указывает на обратное. Мгм. Давайте дальше пойдем по повестке. Октябрьский предприниматель из города Октябрьского Григорий Вайсброд опроверг обвинения своей бывшей подчиненной после ее открытого обращения к министру внутренних дел и начальнику ФСБ по Башкирии. Ранее жительница Октябрьского Оксана Ровская сообщила о травле со стороны семьи местного бизнес-воротила Григория Вайсброда, который, по ее словам, работает полиция и прокуратура города. Это ее такие вот высказывания. По ее словам, на нее сфальсифицировали, возбудили уголовное дело за хищение 4,5 миллионов рублей. Есть какие-то подробности по этому делу? Ну, получается так. В тот день, когда она обратилась к СМИ, она обратилась ко мне, я тоже пост написал. Тогда я так совсем в общих чертах разобрался с этой ситуацией. Сейчас более подробно. Меня привлекла. Почему эта ситуация? Потому что вот эта вот клановость, местечковость вот в провинциальных небольших городках, она уже, ну, на самом деле, задолбала всех. Когда сейчас здесь прям совсем утверждать не буду, но когда действительно по заданию, по просьбе одного какого-то местного ферзя работает против одного человека в сговоре вся вот эта вот система правоохранительная. По сути, можно сказать, там нет ни прокуратуры, там нет никаких надзорных органов, там есть одна полиция, да, которая... Там грани стерты. Там происходит сращивание вот этой всех судов, прокуратуры, следственных органов, да, там всех. И здесь меня поразила ситуация, ну, сама фактическая сторона тем, что вот эта молодая женщина работала бухгалтером. Да, в ООО. Там у них и ООО есть, и индивидуальный предприниматель. Там. Она не была никаким материальным ответственным лицом. Ей не вверялись ценности. И она каким-то образом якобы умудрилась там в течение вот этих хорошего срока, там 1,5, по-моему, года, похитить 4 миллиона рублей. Самое интересное заключается в том, что она работала в организации, и эта организация занималась приемом вторсырья, и деньги должны были поступать в кассу предприятия. А потом выяснилось, что, оказывается, в полицию вот эта семья представила ситуацию так, что приемом вторсырья занимался индивидуальный предприниматель, а не организация. Я понимаю, почему так происходит, потому что ИП можно работать с наличкой, ООО вообще нельзя работать с наличкой. И вот как указывают определенные документы, при помощи полиции переписывалась вся вот эта вот история деятельности с ООО на ИП. То есть сколько-то лет занимается приемом вторсырья ООО, а теперь решили сделать так, что приемом вторсырья занимается индивидуальный предприниматель, дабы не возникло потом у налоговой инспекции претензий к ООО. Понимаете? То есть там какая-то лютая фальсификация идет. И вот эта женщина... Ну, я ей посоветовал, просто там были конкретные угрозы со стороны определенных сотрудников полиции, вплоть до вымогательства денег, вот этих 4 миллионов. В общем, обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении там определенных сотрудников. Насколько я помню, сам предприниматель уже заявил, что он давно не удел, и вообще бизнесом занимается его сын. Ну, как бы и все обвинения беспочвенные. Дмитрий, я вообще понятия не имею, кто там кем приходится, кому и кто занимается какими делами. Я понял, что есть ООО «Грин», есть ИП «Вайсброд», я вообще не знаю, это он или она, но я вижу, что пахнет откровенной бесовщиной вот эта вся история. И даже не в том плане, что индивидуальные предприниматели решили обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела, а что... полиция работает строго в отведенных границах, которые вот в этом заявлении указаны. То есть у них там главбух есть, у них там есть бухгалтер, еще бухгалтер есть, да? Заявление подается на конкретного бухгалтера. Что следственный орган должен в этом случае предпринимать? Он должен, вне зависимости от того, что указывается в заявлении, начать расследование и выяснить, что тут вообще происходило. А может, и денег-то никаких не было.
И каким образом вообще могло обстоять так, что без участия главбуха? Да, может быть, главбух тут совершал эти хищения. А у нас подозрение все вот этой женщины, как из документов следует, строится как раз на показания главного бухгалтера. То есть главный бухгалтер говорит. То есть тут как бы главному бухгалтеру это то лицо, которому претензии надо предъявлять, это первый подозреваемый, да, основной должен являться. А тут ровно как указано в заявлении, вот в каких рамках попросили провести расследование, строго в таких рамках вот это расследование и ну, его нельзя назвать полноценным расследованием, но тем не менее, строго в этих рамках и ведется. И вот это возмутительно, когда человек становится жертвой оговора, да, ложного доноса, и ему, по крайней мере, в определенном городе некому обратиться за помощью. То есть прокуратура бездействует, там отписки, да, руководство полиции понятно, куда еще обращаться. Если несведущий человек без помощи СМИ там, или каких-то блогеров, да, известных, приходит в МВД, в прокуратуру, у нас, ну, региона, да, у нас куда потом эти заявления приходят? Ну, через 5 дней они оказываются спускается вниз. Да, у исполнителей. Поэтому здесь нужны какие-то нестандартные действия. И просто возмутительно, что для того, чтобы доказать правоту, причем она очевидная, я считаю, очевидная правота, почему я эту правоту считаю очевидной, но она мне определенные документы прислала, мне достаточно было час посмотреть, дабы понять. Да, женщина здесь, скорее всего, права, это Оксана, а вот не правы все остальные, которые на другой стороне. Вот так, я считаю, это яркой иллюстрацией вообще того, что происходит у нас в правоохранительной системе. Человеку невозможно без каких-то серьезных усилий добиться справедливости. У меня претензия вот ко всей вот этой системе именно в этом. Невозможно добиться справедливости без приложения каких-то иногда сверхчеловеческих усилий. Вот так вот. Мы с вами уже побывали и в Кумертау, и в Октябрьском, но все-таки наша аудитория на минутку нас просит вернуться на восток республики, в город Баймак. Я понимаю, тема такая. Можно ли попытаться доказать провокации и привлечь их? Спрашивают нас. Я объясню, в чем дело. Появились в видео, даже фото, доказывающие, что вот эти столкновения стычки с полицией в городе Баймаке были как бы инициированы вроде как провокаторами. И даже есть их фото, их уже пытаются сейчас выяснить, как бы их личности. На ваш взгляд, возможно ли как бы доказать провокации? Вообще возможно доказать все. Правду установить можно всегда. Какая задача поставлена? Если бы у нас были параллельные структуры, негосударственные, которым было у нас дозволено проводить какие-то официальные расследования, тогда да. Но пока у нас все в руках государственной власти, будет все зависеть от того, какая задача им поставлена. Ну, допустим, если бы завтра кто-то дозвонился до горячей линии Путина, и Путин бы сюда прислал бы вертолет бы с бригадой, с задачей конкретно установить, что здесь провокаторы были, я думаю, установили бы, наверное, в течение каких-то там суток, наверное, что здесь действительно были провокаторы. Как вот на самом деле поймешь, провокаторы это были или не провокаторы? Вот это самое сложное. Как понять? Вот, допустим, какими мотивами руководствовались? Адвокаты, вот сейчас, вот, допустим, группа адвокатов, они для этих молодых людей, которые сейчас помещены в СИЗО, они, допустим, поставят цель сейчас найти этих провокаторов, диагнозировать их и предъявить суду. Вот посмотрите. Адвокаты этого не смогут сделать, у адвокатов, к сожалению, нет полномочий. Да, они смогут, определенные полномочия есть, они строго ограничены. Пока государство в лице там, следственного органа, прокуратуры не признает, что здесь, да, есть признаки провокаторства, все это делать бесполезно. Понимаете, в чем дело? Но даже и следственный орган может сказать, мы здесь не можем выяснить, кто на самом деле был провокатором, кто нет, но по совокупности разных факторов это сделать можно. Но по сути ведь надо мотив установить, да, у человека, и кто такой человек, да, откуда он появился, я так понимаю. То есть это должен быть какой-то сторонний, наверное, человек, да, не из Баймака, наверное, да. А если это вообще силовики, лешники те же?
Ну и как ты хочешь доказывать тогда это? Другой вопрос. Как вообще можно рассчитывать на справедливость в суде в таких условиях? Какой смысл людям обращаться к адвокатам, ведь они сами чаще всего бывшие силовики? Но мы из эфира в эфир говорим про адвокатуру. Ну, в 7 случаях из 10 адвокатская помощь вредна. Только вчера с товарищем это обсуждали. Допустим, вот он мне задавал вопрос, ты вот дистанционно там по всей стране помощь оказываешь, консультации, какую пользу они приносят? Вот просто консультации, например, да, я изучил ситуацию, консультация. Они дают мои консультации, мои обоснованные, честные консультации, дают человеку объективную информацию, чего ему ожидать, стоит ли защищаться, не стоит ли защищаться, стоит ли, насколько правильная и вообще оправданная и перспективная вот эта вот деятельность, вот этот план работы вот конкретного адвоката или нет. А так, ну, в 8 случаях из 10 либо бесполезны, либо занимаются вредительством. Ну, потому что, и не только потому что силовики, ну, потому что все вместе там. И низкая самая квалификация, тоже, кстати, вчера обсуждали. Почему-то считается, что если человек пришел, допустим, из прокуратуры там, да, и следствия, он станет нормальным адвокатом. Он Да, знает, он подноготную знает. Да ничего он там не знает. Ну что он там знает? Ну он знает некоторые вещи, да, как, к сожалению, сейчас вот приходят, они знают, как фальсифицировать. А как защищать, они ведь не знают. Ну, у них нет знаний, нет необходимого опыта. Это не в суде сидеть, читать и обвинительное заключение. Ну, это совсем разные вещи. Нет просто навыка, нет знаний, нет опыта, нет ничего. Даже если человек и заряжен правильными настроениями, да, то ничего у него не выйдет, если он там 15-20 лет отработал. А если он еще с определенными психологическими установками, да, с какими они выходят из органов, то тогда вообще беда. То есть они диагностировать ситуацию правильно не могут. Угу. Вот мы, кстати, заметили, что сейчас в России привлекают даже адвокатов, которые защищали своих клиентов ровно по тем же статьям, которых их клиентов и судили. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это дело политика, признанного террористом-экстремистом Алексея Навального, когда его 3 адвокатов по этим же статьям сейчас в СИЗО закрыли. А на ваш взгляд, кто-то в Башкирии, ну, из адвокатского сообщества возьмется защищать людей по 282 статье или вот этих молодых людей, которых сейчас обвиняют в массовых беспорядках? Как тут? Разумеется, возьмутся. Ну а как у нас защита, участие защитника обязательно? Не по назначению адвоката, а именно вот... Я думаю, возьмутся. Ну почему не побоятся? Возьмутся? Нет, ну уж не до такой степени. Тем более... Нет, вы поймите, Дмитрий. Защищать можно кого угодно по соглашению, не представляет это никакой опасности сам факт вступления защитника в определенное дело в качестве там такового, да, то есть защитника. Если ты действуешь в определенных рамках, не нарушаешь правила игры. Да, если ты нарушил эти правила игры, то все. Если не нарушил, да. То есть, что значит правила игры? Пришел в суд. Вот есть правила определенной рамки. Встань, скажи, я не согласен, все. То же самое на следственных действиях. Никаких публикаций тебе, никаких выявлений фактов каких-то фальсификаций доказательств, никаких требований привлечь кого-то к какой-то ответственности, никаких там частных своих адвокатских расследований, которые будут идти вразрез с официальной линией обвинения. Все. Вот это вот уже крамола. А без этого сиди спокойно, защищай, ходи к нему в изолятор сколько угодно, обещай что угодно его родственникам. И все. Никакой опасности не представляет. То есть к этому приучила, в общем-то, и Федеральная палата адвокатов. Смирение, рыболепство. Да, то есть в СМИ не выходи, особо не комментируй, да? Да, не комментируй вообще. То есть как-то тоже недавно там рекомендации давал
серьезное дело, там серьезные адвокаты московские вроде, да, вот написал защиту, вот сказал, вот напишите заявление, вот это, тут у вас, по-моему, там какой-то следователь вступил в сговор с кем-то, там какие-то фальсификации совершали, там, ну все доказывается. Адвокат сказали, нет, а у нас мне потом мой доверитель говорит, у нас, почитай предмет нашего соглашения, мы тебя защищать должны, мы никого, говорит, обвинять не должны в твоей защите. Вот оно. Вот так, да. Поэтому, извини, пожалуйста, дружок, мы никого тут обвинять не будем, мы защитники. Не обвинители, да. Вот и все. Я просто не видел в соцсетях, что родственники Фаиля Алчинова, признанного террористом-экстремистом, они уже объявили сбор денег на дополнительную юридическую защиту. Пойдем дальше. Фатхуа Исхаков. Хочется все-таки эту тему все-таки закрыть или наоборот посмотреть с другой стороны. Чем закончилось все-таки дело с компенсацией? Мы видели, что с 31 миллиона рублей до 2 миллионов снижена сумма. Все на этом? История закончена? Ну как это все? Она только начинается, потому что дальше будет кассация. Сегодня, кстати, кассационную жалобу я сдал. Мой помощник. Все, в течение там короткого времени. Это в Самару, да? А? В Самару? Да. Там сумма будет увеличена. Но когда я даю определенные прогнозы, я делаю ставку, что не будет совсем совсем произвола, потому как почему снизили компенсацию? Там не потому, что посчитали, что он не страдал, а там посчитали, что вот это наше законодательство гражданское не распространяется на события в период его уголовного преследования. Что-то ничего не понял. Суд написал. Тогда Гражданского кодекса не было, поэтому требования Исхакова не обоснованы. Гражданский кодекс не имеет обратную силу. Гражданский кодекс ведь принят в 96-м году, нет, в 96-м году, часть 2. Поэтому он не имеет обратной силы, и вред Исхакову не может быть возмещен. Крючкотворство. Это абсолютный правовой нигилизм, потому как сам Гражданский кодекс говорит, что закон гражданский имеет обратную силу в определенных случаях. Это вот как раз случай с Исхаковым, с реабилитациями и со всем. Там есть решение Конституционного суда. Я думаю, что стояла какая-то, откуда-то была поставлена задача, не знаю с какого уровня, думаю, это не федеральный уровень, снизить компенсацию, каким-то образом прогнуться там перед кем-то. Вот, поэтому кассационная жалоба составлена с учетом вообще правильного толкования этих норм всех закона, практики Конституционного суда, Верховного суда России. Даже Верховный суд России в своем постановлении он прямо показывает своими разъяснениями, что это все и распространяется на советский период, иначе быть не может. А сумму вы требуете прежнюю? Исхаков сказал 250 миллионов теперь хочет. Он в апелляции отказался от 450 и сказал, 250 мне будет достаточно. Напомните, сколько ему сейчас лет? Ему 86. Понятно. Ладно. Нас все равно возвращают к первой теме. Уж извините, такой вопрос поступил. Как происходит юридическое освобождение политзаключенных, и если политический процесс в стране изменится? По-моему, советский период. Вот изменится, то тогда, наверное, будем размышлять. Я пока не представляю, как. Вообще, пересмотр дела у нас может быть уголовного в любой момент, например, даже если все инстанции прошли, осужденные, генеральный прокурор имеет право обратиться с представлением в Верховный суд о пересмотре приговора. Даже если все инстанции прошли, например, осужденный дошел до самой последней инстанции, его новый защитник может опять повторить туда жалобу. То есть правовые механизмы есть, поэтому... Ну что же, будем следить за повесткой, будем смотреть за событиями. И, как мы уже сказали, вероятно, они будут негативными. Спасибо, Виталий, за то, что вы нашли время прийти в эфир. Я благодарю вас и надеюсь, что мы с вами увидимся в будущем. Всего доброго.